Меня зовут Георгий Абалумов, мне 25 лет, я родился в Эстонии, город Таллин. Я уважаю каждое государство, в том числе Эстонию, потому что я в этой стране вырос. 13 лет, наверное, пол своей жизни общался с эстонцами, то есть я ходил в эстонский садик, хорошо знаю этот язык, неплохо знаю эту культуру. И Эстония, да, на всю жизнь была другого государства. В принципе, своей независимости не было. И когда, наконец, Эстония заслужила свою независимость, то последними, скажем так, оккупировавшими Эстонию были русские. И мы, скажем так, свободолюбивый народ, да, мы понимаем, скажем так, мы понимаем такую ситуацию, что, наверное, если бы там, мы бы были бы все время под кем-то, наверное, мы бы тоже были недовольны. Просто есть люди, которые из числа русских, которые это все не очень так понимают хорошо, то есть тоже злятся сразу в ответ. А есть люди более, скажем так, интеллектуально развитые, они понимают эту обиду. Minu nimi on Johanna-Maria, ma olen 26 aastat vana ja ma õpin muusikat, viiulit ja viiuli õpetamist. Et Eestis on mingid erinevad sotsiaalsed grupid. Venelased ja eestlased hoiavad lahku mingil määral. Aga samas neid kihistusi on nagu rohkem. Et neid paralleelmaailmu on üsna palju, et on selline hulk nii vaeset rahvast, et mina, kuigi ma ei ole rikas, siis kui ma nagu sõidan läbi mingist linnajaost, kus bussi peale tuleb perekondade kaupa nagu inimesi, kes on nii-öelda teisest Eestist või kolmandast või ma ei tea, kuidas ta mõelda, et see on nagu ka kihistus. Et see ei ole ainult nagu eestlased ja venelased, et neid on rohkem. Я вообще не хочу отождествлять себя со словом интегрироваться, потому что я здесь родился, вырос, и никто не знает, что будет с этим миром. Границы стран постоянно меняются. Сейчас, в принципе, можно переехать в любую страну. И, возможно, сегодня я буду жить в Эстонии, завтра я буду жить в другой стране, кто знает. Для меня это никогда не было вопросом, потому что для меня было вообще, прежде всего понять, кто я есть, то есть там русский или эстонец, и когда я это понял, я стал этим очень гордиться, потому что мне самому стало проще, потому что я сам себе разобрался больше. Ma olen nõus, et on nagu paralleelühiskond. Et on mingisugused linnajaod, mis on teada, et see on nagu rohkem venelaste linnajagu ja nii. Aga nagu ma enne ka ütlesin, et see ei ole nagu absoluutne või nii, et see pigem, ma ei tea, viimasel ajal mul on ikkagi tunne, et see pilt on isegi rikkam, sest et siin on venelased. Oleneb millised venelased. Kunst kindlasti. Näiteks üks Saša lindistas meid, kes praegu õpib ka muusikaakadeemias. Mäletan, siis ta vist ei rääkinud isegi praktiliselt üldse eesti keelt, aga see ei ole oluline, me saame kuidagi aru, sest meil on vaja aru saada,
ja see selline poliitiline, et kes on keele ära õppinud või kes ei ole, selline väike distants, see kaob ära, sest et see ei ole see, mis parajasti nagu on oluline, kui näiteks tegeleda muusikaga või midagi. До сих пор так и делается. Просто вероятность... Музыка тоже такое, это тоже семья. И, допустим, семейные ценности, ну, то есть ценности настоящей семьи и ценности настоящего музыкального коллектива, они зачастую одинаковые. Потому что, когда люди вообще понимают, что они собрались не чтобы там какие-то обсуждать разногласия, а наоборот, чтобы что-то творить единое, то это вообще уходит на второй, это вообще улетучивается куда-то.